27 марта мы отмечаем Всемирный день театра, а буквально недавно, в феврале, состоялась грандиозная, красивая, яркая премьера в Северо-Остинском академическом драматическом государственном театре имени Тхапсаева «Король Лир». И поставил ее мой друг и герой сегодняшней программы, которого с удовольствием вам представляю, художественный руководитель Остинского театра Гиви Валиев. Добрый день! Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласила. Гиви, ну это вот, я уже не помню, какая встреча в эфире по счету, но первая в таком... Ты считаешь? Ну вот в таком формате первый раз, поэтому сегодня мы без галстуков, без купюр будем говорить с фартуком, о кухне театральной. Во-первых, я тебя поздравляю с шикарной премьерой. Спасибо. Это было действительно круто. Я думала, господи, наверное, Гиви в какой-то момент подумала, не замахнуться ли мне на Вильяма нашего Шекспира. Четвертый раз, и решил, да, и Ромео, и Джульетта, и Ричард, и Король Лир. Что пропускал? Украшение строптивой. Украшение строптивой. И вот сейчас Король Лир. Да, ну это, конечно. Ну сейчас мы чуть-чуть отдохнем от Шекспира, сейчас займемся мы вот... Готовкой? Да. Нет, ну Шекспир это то, что вот просто входит в мою жизнь. Ну, я очень рада. Ты знаешь, какое-то время назад, Царство Небесное, в моем эфире был Анатолий Дзываев, который громко сказал о том, что Остинский театр мертв. Я помню, это вызвало такое сопротивление, бурю эмоций, негодование даже. И тем не менее, ну, было похоже на то, потому как те спектакли, которые шли, или тот репертуар, который был в театре, ну, он, наверное, себя изжил. И очень хотелось нового дыхания, новой струи. И благодаря тебе в театре появились новые яркие звездочки, такие как Амина Акацева. Это вообще моя любовь. Эта девочка, ну, невероятно талантливая, вообще неожиданно, сама Скотчиев просто неожиданно раскрывшаяся. Фатима Хусонова. Да. Сейчас хорошая плеяда сейчас молодых очень. актеров. Это не только благодаря мне, это благодаря факультету искусств, там хорошие педагоги готовят. Если нету материала, то ты ни с кого ничего не слепишь. И не поставишь ни Ромео, ни Джульетту. Тами Гуцаев очень-очень хороший, перспективный, и Суслан Тидеев, Казик Кочиев. Это хороший факультет у нас актерский. Скажи, пожалуйста, ты собой доволен? Все получилось так, как ты хотел? В «Короле Лире» да. То, что я задумывал, это получилось. О том, о чем я хотел поговорить, это получилось. Ну вот у нас кухня, но тем не менее хочу этот серьезный разговор, чтобы мы уже, да, перешли к каким-то другим темам. То, что ты, скажем так, осовремениваешь классику, тоже вызывает, да, споры, эмоции, непонимание. Но вот «Король Лир», он у тебя получился, скажем так, ты перенес в декорации России 90-х, да, Союза 90-х, распад Союза. С чем это было в свои времена? Пуча, Лебединое озеро. Вот почему у тебя такие ассоциации возникли? А вызывает у кого? Надо понять. Возьмем эпоху людей, которые начали творить в 70-х. Они для 50-х были современными. Они что-то новое хотели делать. Сегодня мы говорим о чем-то современном. Да? Вот, допустим, мне неинтересно говорить о временах Шекспира. Совершенно неинтересно, потому что я ничего о них не знаю. Ну, о чем сейчас говорите? Что было там лет 600 тому назад? Слушай, ну... Мне, я читаю, допустим, Шекспира, я вижу проблему 20-летней и 30-летней давности. Вот я хотела тебе сказать, актуальности не теряет. Не теряет, может быть, неинтересны те времена, но как они актуальны сегодня? Да, мне интересно, что случилось, какая была причина, что потом происходило, как благодарны люди или неблагодарные люди. Ведь распуская страну, это были те же дети. Я жил в одной из этих стран, которых там также отпустили, дали и сказали «Сарсыл фарнай отсот джанак». Давай переводи для тех, кто нас да, смотрит. Это надо посмотреть, как Пастернак перевел. То есть живите и радуйтесь на этих землях. И что дальше было, всем понятно. То же самое, и при том очень актуально, и что в английской пьесе мы это нашли, и когда это было написано. Слушай, ну пьеса очень смелая, очень. И песня, которая была лейтмотивом, все идет по плану. Все идет по плану, да. Это, конечно, очень остро, злободневно и очень круто. Я тебя еще раз поздравляю. Спасибо, Света. Мы, как всегда, работаем в замечательном, уютном ресторане «Модерн», который всегда встречает нас радушно, открывает свои двери нараспашку. И, как всегда, я выражаю благодарность ребятам, которые открыли это заведение, умеют готовить и учат нас наслаждаться красивой, вкусной, современной, модерновой подачей изысканных блюд. И, конечно, хочу пригласить к нам нашего шеф-повара.
Поскольку у нас сегодня в кадре один Валиев, соответственно, не могло обойтись в кадре без второго самого главного Валиева этого заведения, бренд-шефа. Мне хотелось бы сказать всея Осетии, да? Всея Руси, всея Осетии. Георгия Валиева. Георгий, добрый день. Здравствуйте. Между двумя Валиевыми желание можно загадывать? Еще между Георгиями. Да, я говорю, что сегодня мы будем обсуждать какие-то тайны, скажем так, театрального закулисья, театральной кухни. Вот я знаю, что шеф-повара, они всегда такие люди с характером, со стержнем, да, и всегда приходится проявлять, наверное, ну, я не знаю, недюжинное терпение в обучении персонала, управлении персоналом. Что самое сложное для тебя? Вот руководить, настраивать и режиссировать кухней. В основном в рестораны приходят неудачники, скажем так. У кого что-то тяжело в жизни. Ничего что касается себе. поваров, да. А мне кажется, сегодня ваша профессия наоборот набирает обороты и становится престижной, нет? Ну, она становится очень высокооплачиваемой. Да. Очень. Да. Так. Ага, переквалифицироваться, да? Но и конкуренция очень высокая. Сейчас очень много профессионалов едут именно в регионы. В регионах все намного сложнее. Вот если даже взять наш персонал, то из 12 поваров у меня только 3 или 4 с образованием. Все остальные это просто по случаю жизни попали на кухню. И всегда бывает тяжело именно коннект найти с ними. Где-то нужно прямо опуститься, вот если ты общаешься, тебе и с гостями нужно интересными общаться, и с инвесторами, то есть ты должен подниматься на вот уровень сюда. выше, Да. да. А когда к тебе приходят ребята, у которого немного С что-то нуля. в жизни, да, с нуля, тебе надо вниз опускаться. И вот это самое сложное. Потому что ты сам развиваешься, тебе хочется вверх идти, а где-то тебе нужно бывает вниз спуститься. 2 режиссера, Да, это интересно. 2 мастера, каждый в своем деле, и мне хочется спросить и у тебя, а вот наивысший, скажем так, пик в карьере, вот удовлетворение, или ты понял, я это сделал, вот что это? Вот удовольствие от того, что ты сотворил, какое, в чем оно выражается? Я пока не могу сказать, что я это почувствовал, потому что после каждой премьеры утром это бывает опустошение, полное опустошение. Это как... Ну, хотя бы вот этот момент, когда весь зал стоит, овации, и ты понимаешь, я это сделал. Вот хотя бы это... Не бывает. Не Не бывает? бывает. Потому что в этот момент ты понимаешь, что еще не все закончено. А на второй день это как вот сосуд, который ты все это время заливал водой, а потом раз и выливаешь. Или И нужно потом ты начинать можешь туда сначала, да? кричать, и эхо исходит. Просто пустота полная. И вот смотри, еще в продолжение, ну, если, допустим, для актера, режиссера существуют там призы «Золотая маска», условный «Оскар», да, то какая награда? Ну, наверное, мишленовские звезды. Вот к чему стремишься? Ну, мне бы хотелось создать очень интересный проект. Я вообще человек про то, не простая еда это должна быть, а идея, о которой нужно думать. В Осетии это пока тяжело прививать, потому что это более сложные вкусы. Это же тоже интеллект. Чтобы есть интересную еду, нужен интеллект. Ну, какое-то развитие, потому что вкусовые рецепторы их тоже надо развивать. То есть модерн должен приходить умный посетитель, да? Нет, это я так вижу Да. свое будущее. Идеально. Именно работать в таком ресторане. А вот этапы и какие-то победы, чем гордишься? Ну, первое, то, что я был шефом в казино, конечно. И проработал с очень интересными профессионалами на одной кухне. Вот это самое главное. А скажи, пожалуйста, были моменты, когда ты, вот, ну, условно, шеф, с которым ты работаешь, кричит, чем-то недоволен, ты закусываешь губу, я не знаю, были моменты, когда хотелось там снять с себя китель, швырнуть и уйти? Были Да, такие? конечно. Да? Никто не позволял себе этого? Ну, один раз было прям вот, потому что ты как минимум работаешь, бывало такое, что 46 часов без сна работаешь. Эмоционально опустошен, где-то зол. Иногда же мысли загоняешься, зачем мне это все надо. Да. Ну и вот этот момент, где-то напряжение повышается, то тебе кажется, что вот тот самый момент носи, когда я фартук должен снять, кинуть и уйти. Но Но вот а сейчас, помня, что это было, ты себе позволяешь такую резкость в отношении персонала? да. Ну, я сам резкий, я очень резкий. Ну, по-другому никак. На самом деле, когда человек 14 часов работает, где-то ты расслабляешься, всегда их тонизировать надо. Всегда, без этого никак. То есть с утра надо прийти, всех разогнать. перед Разогнать, в посадкой. смысле, плеткой Да. или наоборот подбодрить, настроить? Вот, Кнутом? да, всегда, только кнут. По-другому не Мама, работает. мама. Вот если взять Ивлева, Похож, говорит Гиль. Ивлева, Да. я же его школу, можно сказать, прошел. Да. Я с Ильей работал, Захаровым, это правая рука, это его самый главный ученик. Как он учил нас? То есть, когда ты заходишь на кухню, ты должен всегда искать только негатив.
Да, ты заходишь на кухню, и ты ищешь негатив. И вот ты негатив поймал, и вот на этом должно все. Целый день вот об этом. Да, то есть ты смотришь брони, резервы, и вот когда ты знаешь, что резерв 5 часов, за час нужно всех протонизировать, а потом все гладко идет. Слушай, а хорошо, тогда в конце дня, если все получилось, какой-то пряник ждет персонал или нет? Ну, я не сторонник этого. Вот Тиран, я с Ильей работал 4 тиран. года. За 4 года он мне только один раз сказал: молодец. Мы в Дубаях для шейхов готовили, и на много конкурсов вместе ездили, очень много ужинов в Москве катали. Чего мы только не прошли. Но один случай был, только в казино мы работали. Я там обслуживал 32 человека один. И вот тогда он пришел, я сказал мне: молодец, и я аж удивился. Я говорю: что? Да, а так, конечно, я его тоже не понимал, почему такой подход. Но вот время проходит, и бывает такое, я могу написать там, или спасибо тебе большое. Ну, потому что он делает человек. Мы когда казино открывали, мы как-то сидели, нас там было 6 человек. Я был шефом и 5 шефов. Пацаны, я, говорит, вам сразу говорю, вы меня будете ненавидеть, но спустя 3 года вы, говорит, мне спасибо все скажете. Ну, реально так и есть. Спасибо огромное. Ребята, степень крутости зашкаливает на квадратный метр, даже не могу передать насколько. Ты удивился выбору нашего блюда? Честно скажу, хотел готовить мясо по-французски, сбила с панталыку. Я знаю, что в этом ресторане самый вкусный том-ям. Удивился? Не удивился, он же Вали. Это хорошо, это хорошо. И вот сегодня ты волнуешься, да, потому что ты его никогда не готовил, но сегодня у нас не будет битвы, сегодня будет братское плечо поддержки, поэтому давай ты нас напутствуешь, и ты нами немножко скажем так, руководишь, да, и ты скажешь все секреты, которые мы должны учесть, мы постараемся это сделать, а потом ты оценишь то, что у нас получилось. Да, сердце. Отсюда готовим, и все будет. Да все получится, все будет хорошо. Все. Тогда доверимся сердцу. Доверимся сердцу. Спасибо огромное. Все, начинаем. Удачи и нам. Ну, в шефе я не сомневаюсь. Как создать на своей кухне особенную атмосферу, в которой хочется готовить, творить и любить? В торговом центре Альда знают наверняка. Уже около 30 лет они превращают обычные кухни в функциональные пространства с красивым оформлением. Альда зарекомендовала себя как ценитель качества и комфорта и готова предложить своим клиентам широкий ассортимент встраиваемой кухонной техники, вытяжки, духовые шкафы и варочные поверхности, холодильники и микроволновые печи, посудомоечные и стиральные машины, аксессуары для кухни. Альда – это еще и внимание к деталям. У них найдется все, что нужно как для королевского приема, так и для незабываемых вечеров в кругу семьи. Магазин «Домашний мир» предлагает уникальные коллекции посуды и аксессуаров для дома, которые порадуют качеством, разнообразием дизайна и функциональностью. В торговом центре Альда всегда можно найти выгодные предложения, акции или скидки. На технику и посуду действует рассрочка. Приходите по адресу улица Пожарского, 4А. Ну что, мы начинаем. На самом деле вариаций том-яма много, да. И, как нам подсказал Георгий, основной ингредиент, который используется в приготовлении этого тайского супа, есть уже все ингредиенты, которые необходимы, и они готовят сами в ресторане. Поэтому очень круто. Он максимально упростил нам с тобой задачу, просто максимально, потому что все ингредиенты он уже готовы. Он просто, наверное, подумал, что мы не сможем. Это, да? Нет, он просто подыграл тебе по-свойски, да. Просто давайте честно, хионизм в Осетии никто не отменял. Света, надо его пригласить в театр, сыграть какую-то роль. Это не ко мне, это вот ты вот будешь... Не, надо, чтобы ты уговорил. Ты же меня уговорил, чтобы я сюда пришел, теперь его. На самом деле он боялся, чтобы вы понимали, Гиви очень переживал, и что мы будем делать, Значит, здесь у нас уже на плите стоит бульончик, можно использовать... Рыбный. Куриный бульон можно использовать, рыбный бульон. Здесь у нас креветочно-устричный, насколько я знаю, шеф нам подготовил. И, собственно, все ингредиенты. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Помимо пасты, морепродукты, это рапан
Мидии, кальмары, креветки, кокосовое молоко. Вот его кладут или нет, но оно смягчает вкус, если честно, я очень сказал, люблю. что надо. Да, я очень люблю. Режиссер говорит надо. Лайм А потом? обязательно, да. Лимонграсс, и вот это, если я не ошибаюсь, это вот кефир, что ли, он называется? Это В общем, такая травка. Расскажи эту историю. Можно начну я, продолжишь Да, ты? да. Ребят, на самом деле у нас такая с Гиви шутка по поводу жечины. Это такая приправа для тех, кто не живет в Осетии и будет смотреть эту программу. Я очень много лет подписана на блогера дагестанского Заремку. И она периодически, когда готовит блины, либо какие-то другие блюда, она добавляет ореховая трава. Ну, я смотрю, какая-то интересная трава. Ореховая трава, которую можно найти только в Дагестане. Тут Гиви уезжает в Дагестан, ставит спектакль, и мы с ним разговариваем по телефону, говорю, слушай, привези мне ореховую траву из Дагестана. Какой-то день звонит мне мой друг, рассказывает дальше. Ну, мы начали искать его по всему Дагестану. Я говорю, ореховая трава. Ну, и дали нам ореховую траву. Я говорю, и Лариса, ну, Супруга, да? говорит, что за ореховая трава, да? Говорит, я понюхаю. Говорит, это же зетчин. Это обычный жеч. Или тимьян, как это Чабер Ты в называл. Дагестан приехала, меня отправила искать тебе ореховую траву зетчин. У Гиви родители живут в Целаке, он говорит, мама в огороде жечима, приезжай Зетчин сажай. этого нам лишь. Так что такая забавная Да. история. Доверяем шефу. Да, он говорит, вот так берете и вот прям вот бьете. Не-не-не-не-не. Не Это так? нужно, нет. Не так? Вот так. Смотри, Другой нужно стороной, да. тупой Мгм. стороной ножа, Тупой, тупой да? стороной Да. ножа ее побить, Можно я попробую? травку, да. А Да. потом вот так вот наискосок нарезаешь. Короче, у нас есть такой раздел в актерском мастерстве профнавык. Ага. Там каждый студент выбирает одну профессию и показывает, как будто ты там профессионал, Владеешь. да? Да. Вот сейчас у меня раздел профессиональный навык. Вам придется изобразить, что вы умеете готовить, да? Слушай, ну на самом деле вопрос, который мы задаем каждому герою, это блюда, которые ассоциируются с детством. Что готовила мама? Вот, например, в какой-то выходной день приятный, ты просыпаешься счастливый. Какими ароматами наполнена кухня? Картошка жареная, вот ты не поверишь. Я серьезно говорю. Это же 90-е годы были. Да. И это было село Цалык, да? Мгм. И мама утром рано уходила там в огород, и у нас большой был огород. И она быстро готовила жаркое. И я утром просыпался, этого запаха. Вообще запах жареной картошки, это, ну, мои рецепторы хорошо помнят. Прям как я это люблю. Ох! Все 3 ложки, не жалея. Он говорит, все просто, Да. да? Но он уже рассчитал все необходимые для нас, да, специи. Ну просто как сейчас передать этот запах, а? Я очень люблю том-ям, очень. Дальше он сказал, чтобы мы начали с креветок. Вообще, даже? Да. Ты будешь резать или я? Как Я. хочешь. Все, хорошо, Да. хорошо. Можно я буду руководить театром, да? Да, щас? да, да. Мы с тобой, понимаешь, да, манипулируем худруком. Мы же можем? А 4? На 4, да? Георг, ты будь так, чтобы я тебя видел, Георг, мне легче, когда я тебя вижу. Значит, мы сейчас добавим шампиньончики, они немножко поварятся. Вот что еще немаловажно, паста сама острая, соленая. А, соответственно, баланс соли – это уже личное дело каждого. Мы можем досолить и доперчить. Это ты будешь пробовать, и мы будем дегустировать. Я все, как сейчас кайфуют твои актеры. Вот мне кажется, они думают, что мы тебе сейчас отомстим за все, Гиви. Нет, я сейчас получаю колоссальное удовольствие. Я просто Да? не знал, что это приносит такое удовольствие. Вообще кухня, на самом деле, мне кажется, если это вот не работа, она прям релакс приносит. Ну, во всяком случае, мне точно, я очень люблю. Так, Едем дальше. я хочу сказать, что это очень интересно. Очень. Так, нарезаем Да. кальмарчики. Режем. Я думаю, что их немножко тоньше надо, чтобы удобнее было есть. Ну, хорошо. Но сейчас эстетики нету, да? Не, почему ты делаешь это очень красиво. Ой, Прям вот отсюда, да, вот так. Хорошо. играйте, играйте, вы же актер, вы же умеете это делать. Как Слушай, мне это а- сейчас нравится, просто я не могу передать. Честно, мне это сейчас очень нравится. Слушай, ты не скучаешь сам по сцене? Очень. Ну, скучаешь? Очень скучаю, да. И очень хочу выйти на сцену. Слушай, ну вот все, о ком мечтают условно, да, актеры, кого сыграть на сцене? Гамлета, Лира, Ричарда, ты эти роли условно подарил, у тебя уже сыграл все эти роли Алан Албегов, поэтому вот какие роли сам бы хотел, вот что тебе Нет, интересно? Алан Албегов сыграл, потому что это сейчас он в том возрасте, в котором он должен играть. Может быть, ну, допустим, традиционного Лира, конечно, он не в возрасте традиционного Лира, но тот Лир, который мы сделали, тот сюжет, который мы выбрали, Алан Нет, он просто безусловно 100% прекрасен, писал, Алан да, и замечательный, это очень сложный вот, спектакль, это эмоционально. сейчас вот правильно то, что ты сейчас говоришь.
мы сейчас занимаемся тем, что мы с сел привозим детей, Да. то поколение, которое мы сейчас должны воспитать. Мгм. Есть старшее поколение, которых я уже, ну, может быть, не может быть, а я не смогу уже их переделать. Они вот как привыкли. Сформировавшиеся, Да, это уже уже все. Но устоявшиеся. есть молодое поколение, которое я хочу, чтобы они понимали, что актерская работа это не только комедия, которой можно прийти, сесть, развалиться в кресле и сказать, ну, это и я могу сделать. Мгм. Это огромный труд, Конечно. огромная партитура роли, Эмоциональное которая ведется, выгорание, да. потому что Да. это столько энергии. И когда ты видишь да. вот такую работу, которую проделывает, допустим, Алан, то ты прекрасно понимаешь, что это ты не можешь делать. Это дано сделать только тому человеку, который учился, которому чуть-чуть боженька в этом плане больше дал. Мгм. Это очень важно. Мне очень понравилось, когда мы с тобой общались накануне премьеры, ты сказал, мне нужны были умные актеры. Вот мы сейчас об этом говорили с Георгием, да, и зритель, хочется, чтобы зритель пришел, пережил какой-то катарсис, ушел с какими-то эмоциями. Во всяком случае, не было ни одного равнодушного человека все 3 дня, да, премьеры условно со сдачей спектакля, будем считать. Да. И поэтому столько было эмоций, поэтому, мне кажется, это очень дорогого стоит, вы, конечно, молодцы. Я не думал, что готовка может принести такое удовольствие. А вот так! Так, это и вправду мужская профессия, да? Я, кстати, не спросила Георгия, по-моему, таких очень известных и Нету. крутых шеф-поваров женщин нет. Хотя, говорят, сейчас в России женщина, шеф-повар ресторана, получила мишленовскую звезду, но тем не И менее... Ах ты, ну одна, ну ладно, ну. Снисходительно. И вы просто Слушай, запомнили ее, а есть увидели её. гениальные режиссеры, женщины, театральные? Ну, есть. Театральные. Есть. И вот, допустим, Генриетта Яновская, она очень-очень гениальный режиссер. Мария Кнебель, гениальный режиссер. Педагог, режиссер. Я хочу для зрителя сказать, что у Гиви замечательный педагог, он Да. всегда о нем рассказывает, Михаил Захарович Левитин, ты сейчас нам про него тоже Да. расскажешь, и он его очень трепетно, ласково называет Гивенька. Гивенька. Это Гивенька. единственный человек, который как-то склоняет мое имя. Вообще, Гиви не склоняется, он говорит, Гивенька. Вот я сейчас вспомнил про Генриетту Яновскую. Это очень близкие друзья с Михаилом Захаровичем Левитиным. В прошлом году мы были в Москве, у нас были гастроли. Мы должны были выступать на сцене Армена Джигарханяна со спектаклем «Ричард III» на фестивале «Золотой Витязь». И так получилось, что по приезду туда мы обнаружили, что наши декорации не помещаются на сцене Армена Джигарханяна. А декорации в «Ричарде III» — это огромные декорации. И в какой-то момент в час ночи мне набирают службы наши, говорят, здесь спектакль не поместится. А завтра спектакль. завтра спектакль. Спектакль продан полностью. Обалдеть. Ну, конечно, была наша вина, конечно, никто себя Заранее не вы- снимает. Мы заранее надо было поехать, посмотреть, но так как мы с такими большими спектаклями часто не выезжали, мы не могли представить, что рассчитали. нету колосников, что в каком-то театре не будет колосников. Это сейчас такие детские отговорки, да? Это тот момент, когда не надо было искать виноватого, нужно было надо было решать решать, вопрос. да. И начиная от Заславского Григория Анатольевича, Крок Кирилл Игоревич, мы всех просили, чтобы нам помогли с площадкой, Да. потому что завтра играть «Золотой Витязь» уже нас не принимает. Сработало знаменитое правило 6 рукопожатий, да, когда Да, наши- да, и всех. И в какой-то момент мы сидим на приеме у диаспоры нашей, наша диаспора нас принимает, и ну, у меня настроения нету. И вдруг телефонный звонок, и мне звонит Левитин Михаил Захарович. Ну, это я сейчас так легко рассказываю. Я понимаю, это было, конечно, это конечно, просто, это ну, это пережить, бюджетные, это стресс, ну, конечно, да. 50 человек со мной, да. Я поднимаю телефон, и он говорит, Гивенька, Как нежно. я нашел тебе сцену. Да. Беги в театр ТЮЗ к Генриетте Яновской, Каме Гинкасу. Они тебе помогут. Обалдеть. Генриетта сказала, молодым надо помогать. Очень. Мы приезжаем туда, никто из коллектива еще не знал, что сцену мы нашли. Я приехал, посмотрел сцену, это была потрясающая площадка. И они даже с нас аренду не взяли. Даже аренду не взяли. Ну, потом мы все равно что отдали там, службам, но аренду даже не взяли. Это Они здорово. так нас приняли. Это Дай бог им здорово. здоровья. Это здорово. Это что касается и Левитина, это Левитин, это настоящий друг. Вообще иметь такого мастера, мне кажется, это просто вот благословение Божие, потому Да. что это прям... Он всегда говорит, он когда злится на своих учеников, он говорит, никто из вас меня не любит, кроме Гивеньки.
Сейчас я ему позвоню, он приедет к нам и вам влетит всем. А он вообще к тебе, вот по отношению к тебе, он бывает суров? Вот он тебя за что-то может там поругать? Да. Не, ну поругать нет, ну, но я он может профессионально, сказать, конечно, профессионально он может сказать, да. что ты вот здесь там, неправильно А прочитал. бывает, что ты с ним внутренне не согласен? То есть вот он тебе Конечно. делает замечание, а ты понимаешь, что ну нет, так как я сыграл там или сделал это правильно. Не, конечно, бывает, но я все равно ищу его правду. Потому что любая моя постановка, которую бы я не ставил, я его чувствую. Я всегда думаю, что он сейчас сказал бы, что бы он сказал. Потому что Лира, допустим, он ставил с Филипповым. И Лира — это была его история, личная его история. И потом, когда я ему сказал, что я буду ставить Лира, он говорит... Ай, как не отпускает его король Лир, как не отпускает. Не, Лир это сейчас... Это надо пережить, да? Это такая моя любовь сейчас. Это сейчас для тебя важно вывести спектакль, чтобы Левитин его посмотрел? Мы сейчас благодаря НАЦ ТВ, Да. Ире Каргиновой, спасибо. Ирина Валерьевна. Да. Мы запишем его 31 марта, Ой, даст как Бог. круто, ой, как круто. И мы постараемся, чтобы мы на престижный фестиваль его отправили, показали. И, конечно, если мы будем в Москве, Левитин его посмотрит обязательно. Здорово. Да. Ну что, давай мы отправляем кальмары. Так. Ай-яй-яй-яй. Хаш, просто хаш. Кинзу, Ну, да? кинза добавляется в самом конце порционно, да, то есть по тарелочкам. А зачем? Это Я, вкусно. знаешь, Ты не любишь? я когда сюда шел, я посмотрел в одном ролике. Да. Там знаешь, что с кинзой делали? Что? Вот так брали. Рвали? Да. Ну, можно тогда, хорошо, Давай в сделаем конце так. сделаем так. Единственное, знаешь, что я бы сделала? Может быть, немножечко чили перца, потому как соус Любишь, да? должен быть, да. А это тоже, знаешь, надо вот так порезать. Это тоже... Смотрите, смотрите, научился парень, наловчился. Нужно порезать действительно острый стручковый перец вот так вдоль, избавиться от семян для того, чтобы Я готовился, а как? А вот маленькой ложки у нас нету, маленькой. Так, ну вот есть большая, можно использовать. Все? Просто шеф-повар Супер. просто. Вот. Знаешь, что я люблю? Вот Да. когда вот берут, да, вот мне повара дают так делать. Красиво нарезать. Басуйте став, на. Мы, во-первых, косточки убрали, во-вторых, чуть-чуть хотели. Там в эту сторону, если резать его, он не бывает. Вот если вот так прорезать, вот не задевать вот это, он можно его есть. Так если ты его уже вот так порезал, Шузагу. Георг, вот ты вот так умеешь, скажи мне, честно, по-братски. А, Георг. будем готовить томям. Томям интересный, томям непростой. Что у меня с лицом, вы хотите спросить? Ну вот такое оно. Шарик. Это новый ингредиент, который мы добавляем в томям. Томям суп в бутылочке. А вот это Витал. Я тоже не хотел его знать, но пришлось. Жизнь меня с ним свела. Вот и приходится. Дал два слова, скажи, пожалуйста. Добрый день, я кондитер в этом ресторане. Приходите, пробуйте мои сладости, я вас... Сладости. 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 Мы заливаем супчик вот именно вот сюда. Это у нас жидкий азот, шарики томям. Главное не повторять это дома, опасно для здоровья. Слушай, а как ты релаксируешь? Вот я говорю, для меня, например, кухня релакс, да? А ты вот, ты устал, был какой-то нервный день, ты получил стресс на работе, как ты получаешь вот релакс? Ну вот, скажем так, вот я поставил кровавую свадьбу в Дагестане, да? Да. Мне надо было на 4 дня уехать, чтобы отключить телефон, чтобы меня не было в городе. Также я поставил короля Лира, и я уехал на 4 дня, чтобы вот 4 дня, 4-5 дней мне хватает для того, чтобы я пришел в себя. И также я уехал, мне надо побродить, посмотреть, походить, очень много, я люблю ходить, чтобы телефон был отключен, не отвечал, да, вечером наберешь своим, скажешь, шалам, куда что забавно. У тебя конкурент растет, Георг. На самом деле это очень интересно. И вот когда ты работаешь... Это режиссура, вот это режиссура. С профессионалами работаешь, это прям кайф. Это про нас, ты понял? Это про нас. Что делаем дальше? Да, ну, как учил нас главреж, местный Ресторана главреж, «Модерн». да. Надо, говорит, лайм взять и вот так раскатать его вот так, да, чтобы сока было больше. Представляешь? Ну ты это знала? Да. Всё, я не знал. Я смотрю кулинарные программы. Помню, Фанатка. берешь и вот просто
Так, то есть ставь сколько сока, да? Да, но это в самом И конце. ты как думаешь, она сейчас в самом конце? В самом А зачем конце. это сюда? Для вкуса. Ну, просто для того, чтобы все у тебя уже было готово. Куда-то торопимся, короче. Давай мы добавим наши рапаны, я думаю. Ох, кто это будет сейчас кушать просто? Теперь том-ям я буду готовить дома. Когда там в детстве, ну что-то мама приготовит или отец тоже очень хорошо готовит. И говорит, вот кто сейчас это не попробует, у него зуб заболит. Будьте все здоровы, но Да. это очень вкусно будет, очень вкусно. Ну, вообще, на самом деле, мне нравится то, что во Владикавказ приходит кухня народов мира. И мне очень приятно, что и в нашей программе, например, в прошлом эфире мы знакомились с еврейской кухней, в первом эфире мы знакомились с армянской кухней. Поэтому я думала, придет Гиви Валев и хинкали нам будет готовить. Но нет. Я вообще хотел лавжа приготовить. Просто взять мясо, забросить с картошкой и все. Делать-то ничего не надо. Ну, по сути, это то же самое. Мы, вот Хаш. ты сказал хаш, Это да, хаш. ну мы готовим практически то же самое. И кокосовую пасту можно добавить, она как-то балансирует вкус, вот как понижает Он градус сказал, остроты. Георгий сказал, что надо размешать хорошо. Очень хорошо, что ты каждый раз говоришь «Георгий сказал», потому что если вдруг у нас будет невкусно, мы делали все так, как он сказал. Даша, ты какой? Короче так, если спектакль хороший, то Да. актер молодец, Да. если спектакль плохой, режиссер Да. Так, вот теперь смотри, мы добавляем кокосовое молоко, добавляем томаты, добавляем сок, и в принципе том-ям готов. У Гоголя в пьесе есть хорошая фраза, когда Хлестаков голодный, и потом его приводят к городничему, накормили его, и он говорит, вы каждый день так кушаете? То же самое, у вас каждый день так, да, здесь? Ой, какая красота получается. Вот сейчас Марина Рамонова, да? Да. Она там, смотри, я понимаю, как она хочет этот суп попробовать. Слышь, Марина? Я не думаю, что не только Марина, вся съемочная группа уже просто пускает слюнки. Свет, это мощь, да? Давай. Я думаю, что сегодня придешь домой, Ларри, будешь готовить том-ям гиви. Что? Соль не надо. Не надо? Вот я тоже думала, что нет. И перчик, соответственно, тоже, да? Остринка нормально? Прям очень острый. Нет, Это мы не добавили, кстати, еще перец. а не надо перец. Хорошо? Да. Все. Пусть каждый себе добавит. Сейчас спою, гиви, начинаем. Да, начинаем, да, вот добавляем. Пусть сейчас закипит, и мы уже кидаем помидорки и сок лайма. И все, собственно, блюдо готово. Мы больше говорили, по большому счету, мы больше говорили. Ну как? Геор, вот просто я не знаю, кто из твоих поваров может приготовить так, как мы сейчас приготовили. Ты не понимаешь, ты вначале заявила о том, что повара высокооплачиваемая профессия. Вот два человека, которые хотят переквалифицироваться. Между прочим, ты играла. Ну, честно. Шефы высокооплачиваемые, а рядовые такой. себе. Понял, да, как он от нас избавился, слил нас просто, сбросил с хвоста. Молодец. Мы чем-то похожи с Геором. Да, То есть и... тук-тугу, да? Так, ну, и тук-тук, это да, и по отношению, Характер. отношение к своей профессии. Я вижу, как он относится, он фанат своей профессии. И отношение вообще к процессу работы. Я тоже убежден в том, что в театре не может быть демократии. Гиви, вот часто говорят про театральное закулисье, я никогда не забуду, я была еще, наверное, совсем юна, и рассказывала как-то Цискоридзе про ужасы Большого театра, когда балеринам в пуанты добавляли битое стекло, и она выходила и, резав ноги, но все равно продолжала, то есть какие-то дикие интриги и страсти. Ну, не секрет, что в любом театре существует такое театральное закулисье и интриги. Как тебе удается на протяжении вот уже нескольких лет справляться с подобными проявлениями симпатии в кавычках со стороны коллег? А у нас нету таких интриг. И вообще, Понятно, Остинский да, театр самый нет, лучший, у нас нет. дружелюбный коллектив в мире. В каждом коллективе есть. Но Безусловно. вот таких вот каких-то моментов нету, и слава богу, потому что, ну, куда приходит зритель? Храм искусства. Когда человек рассказывает о коллективе своем, там, где он работает, что там вот такие вот творятся моменты, так скажем, да,
туда зритель не придет. Вот ты, Света, придешь в гости к семье, В дом, где плохо. где плохо, где ругаются, где друг друга не любят, ты же туда не придешь в Но гости. желания не будет точно. Да. И то же самое в театре, где есть, допустим, вот такая вот атмосфера. Потому я хочу сказать, что, конечно, разное бывает, но в любом случае в Осетинском театре очень дружелюбная атмосфера. Я бы хотел, чтобы случаи с Цискоридзе остались только у него. В Осетинском Ну, театре уже, не да. так. Мы все-таки и Слава рад, что Богу. мы осетины и так друг другу не будем делать. Наш том-ям готов, поскольку суп очень острый, в качестве гарнира или смягчения вкуса, или, скажем так, снятия остроты для баланса, подается рис. Соответственно, сейчас мы попросим Георгия нам дать или отваренный рис, или мы его отварим, и вернемся для самого приятного и долго ожидаемого результата дегустации. Оставайтесь с нами. Георгий, 32 года, семейное положение, холост. Я, конечно, все понимаю, что Светлана Абаева это не Гузеева, но нараспашку я одного понять не могу. Почему я пил кофе до сих пор один? Патент делаем. А у нас все Коктейль Ирон театр, на, и он выпивает Манали просто. Знаешь, назвать его Сугат просто. У нас мангарды есть. Вы не представляете, какие ароматы царят здесь, в ресторане «Модерн». И ресторан «Модерн» — это не только высокая, изысканная кухня, это еще потрясающие коктейли. Да? Сегодня наш бармен Азамат Плиев. Что приготовили вы нам? Добрый день. Добрый день, приветствую вас. У нас тут 2 порции коктейля дайкири, томат, кинза. В составе белый светлый ром, кисло-сладкий баланс и томаты черри с кинзой. Ничего, томаты, черри, кинза. То есть Да. вы решили Это соблюсти необычное баланс, сочетание. да, и мы их использовали в нашем том-яме, соответственно, Это здесь такой коктейли тоже. гастрономический коктейль. Спасибо огромное. Они сочетаются с морепродуктами, эти коктейли. Да, безусловно. Азамат, спасибо большое. За ваше Пожалуйста. здоровье. Пробуем. За удачу. Как это приятно. Да. Как это приятно, да. За баху. Это правда вкусно. За Ирон театр и за Модерн. А я пью за здоровье нашего шеф-повара, который сегодня милейший. Да. Просто братское сердце и плечо. Георгий Валиев за тебя. Ребята, наш том-ям готов, шеф-повар тоже готов, поэтому приглашаю к нам Георгия Валиева. Георгий, залетай. Мама. Так, вот наш том-ямчик. Это мороженое, Интересно. брат. Да, мы сделали суп том-ям, залили его в шарик и пожарили в азоте. Дальше мы сделали такой насыщенный бульон из креветок лимонграсс с добавлением кокосового молока. Ага. И это будет вот так выглядеть у нас. Мама, как это интересно. Ой. Боже. Это как десерты, да, когда тает шоколад? Боже мой. Света, вот это есть режиссура. Да, это очень... Ой, как это красиво, посмотри. И морепродукты, и кинза. Все внутри. Шеф вы гений. Просто. Вот если бы сейчас был еще один коктейль, мы бы сейчас выпили за здоровье шеф-повара. за его Намеки, талант. намеки. Но мы скажем, он очень талантливый человек. Безумно Я вот красиво. за тебя. Слушай, а вот как ты думаешь, подобную вариацию подачи том-яма ваши бы клиенты, посетители ресторана оценили? Здесь один минус только Да. есть. Температура не настолько горячая Ага. бывает. А его, Столько конечно, любят. хочется Да, там прям, градусов да. 60 будет, 70. Ну что, я думаю, что по вкусу, скорее всего, это будет также вкусно, я имею в виду наше блюдо, поэтому Скорее разрешите шеф вас угостить. Или гостю первое, как Нет, ты? шеф. Давайте, вот говорят, Шефом. что шеф должен посмотреть. Ага. Гиви Вали сегодня решил, что разливать должна я. Ну, это вот, я вот смотрю, вот очень тебе это идет. Мне это очень идет. Это единственное, чем я сегодня была занята, ребят. Сейчас вот очень ответственный момент. Сейчас посмотрим, как будет Шеф оценит. шеф оценит. Но мне кажется, испортить это было очень сложно. Все было готово. Мы это делали с любовью. Тот самый вкус. Он долго жует. долго жует. жует. Я просто люблю прям острый-острый, чтобы он был. Вот это вот будет продаваться. Конечно.
Гиви, давай пробовать. В Причем ресторане «Модерн». Сегодня в ресторане «Модерн», приготовленный Светланой Абаевой и Валерий Гиви, будет лавжели, как он называется. двойной счет будет. Я имею в виду, цена будет завышена. Как ты себя оцениваешь? Я себя очень хорошо. Концентрация валиевых на 1 квадратный метр просто зашкаливает. У нас восходящая звезда, я надеюсь, мирового кинематографа и режиссуры, как бы папе этого не хотелось. А папе хочется, чтобы это была восходящая звезда чего? Олимпийского пьедестала? Да. Дай бог. Аламир, привет. Аламир Валиев у нас. Мы тебя с удовольствием угощаем. Ты любишь остренькое? Чуть-чуть. Скажи, пожалуйста, что тебе больше нравится? Что тебе пока. больше нравится? Сниматься, и вернее играть на сцене или все-таки тренироваться и участвовать в соревнованиях спортивных? Играть на сцене. Играть на сцене? А что, папа не дает быть звездой? То есть самому ему нравится, а тебе не дают, да? Просто папа говорит, пока можешь, тренируйся. Ага. Вот И ты это. согласен? Ну посмотри, какие у нас красивые шефы, да? Они, посмотри, какие мощные и сильные. Поэтому для того, чтобы быть красивым актером, чтобы тебя любили девушки, нужно быть сильным, здоровым, физически развитым, да? Согласен с папой? Слушай, ну ты у нас звезда Остинского театра, ты уже в нескольких спектаклях играл. Тебе нравится? Да. Самая такая приятная часть что? Ну, это когда ты смотришь на зрителя. А, то есть в самом конце, когда аплодисменты, а не страшно выходить на сцену каждый раз? Нет? Привык. Да? Слушай, а папа худрук театра, а ты уже настоящий актер. Зарплату платит папа? Да. Видишь, какой молодец! Ну круто! Сейчас Аламирка, будет пробуй, проверка, скажи, сейчас мы будет с папой проверка. молодцы или нет? Слушай, а папа зарплату правда платит или это просто при папе так Разовый, разовый. Да? Ага. Слушай, а нужно с ним заключить контракт, Аламир. Я Слышишь? заключил. Заключил? Серьезно? Ну круто, молодец. Очень остро, попробуй, не нравится? Ты вообще любишь морепродукты? Нет? Нет, остро? Ну, Но вкусно? Конечно, что он скажет, да, папа? Вкусно готов? же. Вкусно же! Я настаиваю, да? Ну хорошо, папа дома вообще готовит? да. Да? А что ты любишь из того, что готовит папа? Шашлыки. А вся съемочная группа уже в ожидании хочет распробовать, прежде чем ее пригласить. Гиви, ребят, я вас благодарю, это правда было безумно вкусно. Георгий, спасибо огромное за помощь. Я думаю, что все получилось только благодаря твоей помощи. По традиции наш партнер и генеральный спонсор, торговый центр «Альда» и магазин «Домашний мир» дарят подарок нашему герою. Вчера мы созвонились с твоей супругой и решили, что тебе просто необходим термос. Это мне необходимо. Термос. Я скажу даже, почему мы это обговорили. правильно. В холодном зале Остинского театра во время репетиций многочасовых ты сидишь и постоянно пьешь холодный чай. Поэтому мы решили, что вот такой термос, ну не буду его открывать, Да. распакуешь дома, будешь Спасибо пользоваться. вам большое. Торговый центр «Альда» и «Домашний мир» огромное спасибо. Ну и по традиции какие-то добрые слова, напутствия, пожелания нашим зрителям. И Георгий, и Гиви, пожалуйста. Я хочу пожелать, Георгий, тебе, чтобы всегда мечты сбылись. Я вижу, какой ты фанат своего дела, а фанаты, они всегда что-то меняют в этой жизни. Не может человек не быть фанатом и что-то поменять. Я тебе желаю, чтобы ты вкусовые рецепторы, о которых ты говорил, чтобы в твоем кругу больше и больше людей начали тебя понимать. Спасибо большое. А зрителям я прошу, приходите как в Остинский театр, так и в ресторан «Модерн». Это лучшее место. Скажи, пожалуйста, просто твои ощущения сегодня, потому что ты для себя в несколько новой роли, в новом формате. Вот что сегодня, какие такое послевкусие? Это вот хорошее место, где можно снять стресс. Релаксация. Да. Круто. Очень рада. Здесь очень-очень хорошо. Георг, мы рады, что сегодня ты с нами. Два Я слова. всегда с вами. Два слова. Душой, но не всегда Всех физически. Валиевы вас ждут. Я всегда кратко говорю, Валиевы вас ждут. Как в Ребята, это театре, так и в ресторане. У нас тоже свой театр. Да, это режиссура. Это режиссура, так и есть. Ребята, вот такая замечательная компания у нас сегодня. Наикрутейшие шефы, наикрутейшие мастера своего дела, режиссеры. Один на кухне, другой в театре. Огромное спасибо всем, кто этот час был вместе с нами. И обязательно ходите в театр и смотрите хорошие спектакли, ходите в хорошие рестораны и пробуйте самые изысканные блюда. Ребята, спасибо и до новых встреч! Для приготовления популярного острого тайского супа том-ям нам понадобится бульон куриный или рыбный, мы отварили панцирь от креветок и процедили его.
Паста том-ям, в состав которой уже входят все необходимые продукты и специи. Лемонграсс, корень галангала или имбирь, кефир-лайм, рыбный соус, соевый соус, чеснок, острый чили-перец, соль, черный перец. Также необходимо кокосовое молоко, грибы, в оригинале шитаке, можно использовать шампиньоны или вешенки, помидоры черри, любимые морепродукты мы взяли креветки, рапаны, кальмары, мидии, сок лайма, кинза. Если есть готовый бульон и все перечисленные ингредиенты под рукой, то сам процесс приготовления занимает от силы 15 минут. В едва кипящий бульон добавляем несколько щедрых ложек пасты том-ям, перемешиваем. Далее крупно нарезанные грибы, затем кокосовое молоко, морепродукты, поскольку они готовятся очень быстро, важно их не переварить. Помидорки черри также нарезанные пополам. Выжимаем сок одного лайма. Выключаем, даем настояться минут 15 и разливаем по тарелочкам. Кинзу добавляем порционно. Подаем вместе с вареным рисом, который смягчает остроту супчика. Это невероятно вкусно. Обязательно попробуйте приготовить.